Испытано на себе. Мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И сегодняшний выпуск у нас будет посвящен небольшой экспедиции, которую мы проведем в исторических целях. В 1943 году на реке Амга упал легкомоторный самолет. И сейчас наша экспедиция посвящена тому, чтобы взять для музея двигатель этого самолета. Подробности в этом сюжете. Испытано на себе. Друзья, ну что, с этого момента у нас начинается наша небольшая мини-экспедиция. Сейчас обыденное такое дело. Мы сейчас перекидываем водометную насадку. Потому что река Амга, она хоть и не горная, но таежная, но очень местами мелкая. Пока идет подготовительный процесс, я расскажу немного подробнее о цели нашей экспедиции. В районе реки Амга лежит упавший самолет. Это первый отечественный самолет-амфибия Ша-2. Серийное производство этих самолетов было организовано на Таганрогском заводе номер 31. Первый самолет был выпущен 1 апреля 1932 года. Всего с 1932 по 1934 годы было выпущено 270 машин, после чего их производство прекратилось. Но ситуация изменилась с началом Советско-финской войны, когда выяснилась необходимость наличия малого гидросамолета для оперативной связи в войсках, вывоза раненых в условиях болотистой местности, большого количества рек и озер. В связи с этим было принято решение вернуть списанные Ша-2 в строй. При этом выяснилось, что простота и дешевизна конструкции самолета, он, кстати, был дешевле в производстве, чем даже У-2, позволяли возобновить их серийное производство. Была проведена модернизация проекта, новые самолеты получили двигатель М11Д, улучшенные амортизаторы моторамы, контрподкосы и многое другое. При эвакуации завода из Ленинграда в Иркутск в августе 1941 года были отправлены и готовые детали для 20 самолетов Ша-2. Первые машины там были выпущены уже в 1942 году. На ремонтном заводе номер 403 в городе Иркутске было организовано и новое производство. При этом в конструкцию был внесен ряд изменений, продиктованных сложностями снабжения в годы войны. Всего с 1942 по 1945 годы в Иркутске было выпущено 150 новых Ша-2 и отремонтировано 286. После войны самолет выпускался в Иркутске крупными партиями с 1946 по 1947 год и с 1951 по 1952 годы. Точных данных о количестве выпущенных за все годы Ша-2 нет. Известно, что их было построено более 700. Но по некоторым оценкам от 800 до 1200. Простота и высокая ремонтопригодность машины, иногда они проходили по 4-5 капитальных ремонтов, обеспечили этой машине долгую жизнь. В якутской авиагруппе в то время было всего 6 Ша-2, и этот самолет не относился к их числу. Есть вероятность, что он использовался при строительстве БАМа, либо участвовал в изыскательских полетах, возможно, обслуживал прииски. На данный момент информации точной нет. Единственное, что известно, он не принадлежал якутской авиагруппе. На момент подготовки сюжета участники поисковой группы проводят работу по очистке двигателя и деталей, а также рассылают по своим каналам запросы специалистам, историкам авиации из других регионов. Возможно, уже через некоторое время мы узнаем более подробную информацию об этом самолете. Вернемся от истории в наши дни, где нам предстояло пройти первый этап пути на автомобилях. В составе 9 человек экспедиция выдвинулась на 3 машинах с 3 лодками в поселок Верхний Амга. Расстояние в 350 километров небольшое, но в начале пути перед нами встала преграда в виде паромной переправы. Город Якутск накрыло полностью дымом, очень плохая видимость, из-за этого основные паромы города Якутска не ходят. Поэтому мы решили попытать удачу и приехали на Максоголовскую переправу, которая пойдет через Качекац. В принципе, ожидали тут увидеть очередь, но очереди вроде нет. Говорят, что вчера мы хотели выехать поздно вечером. Вчера, в принципе, паромы ходили допоздна. Но мы решили не рисковать, и выехали рано утром. Сейчас 8:30, мы прибыли на паромную переправу. Посмотрим. Уже, по идее, выбиваемся из графика. Особенность этой переправы состоит в том, что частные паромы ходят по заполняемости, а также имеют гораздо меньший размер. Поэтому загрузка автомобилей происходит задним ходом.
Глядя на тот хаос, который начался при погрузке первого парома, мы решили сделать свою очередь и встали на свободной части берега, выставив прицепы к реке. Обстановка была очень напряженной. Если ты встал в очередь, то не факт, что ты загрузишься по ней. Все автомобили перетусовывались как колода карт, и те, кто приехал позже, могли зайти на паром первыми. Ситуация с паромами всегда очень бодрит, потому что все хотят побыстрее перебраться на тот берег. Друзья, ну что, мы сейчас испытали на себе паромную переправу, когда паромы в дефиците, а желающих переправиться на другой берег очень много. Ситуацию усугубляет тот факт, что в Якутске, по крайней мере с утра, до 10 утра не работали паромы, поэтому все, кто желал переправиться, даже кому нужно было просто в Заречный, Улусы поехать, думаю, многие приехали на Качекадскую переправу. Видимость практически никакая. Тем не менее, сейчас уже в Якутске запустили паромную переправу караванным методом. Ну, я так понимаю, что 2-3 парома, если не 4, идут друг за другом. Тут ориентиров вообще никаких нет визуальных. В любом случае они двигаются по навигатору. И вот эта паромная переправа, она гораздо быстрее, чем на Нижнем Бестяхе. Там идет паром около 1,5 часов. Здесь около, если хорошая видимость, в районе 15-20 минут. Ну вот, мы уже практически подъезжаем к тому берегу. Цена за паромную переправу, автомобиль с лодкой 2500 рублей. Что-то мне подсказывает, что с учетом высокого спроса цена на переправу тоже увеличилась. Если брать паромную переправу, обычный вот автомобиль, например, да, 750-850 рублей. Якутск, Нижний Бестях в обычное время. С прицепом, я думаю, там было бы где-то 1500. Я не думаю, что сейчас там подняли цены, но так как здесь работают частные, индивидуальные предприниматели, то они просто диктуют свои условия. И, пожалуйста, 2500 за переправу. К вечеру с отставанием от графика мы прибыли в поселок Верхняя Амга. Очень удобный способ разгрузить вот этот передний рым, переднюю вот эту часть при буксировке лодки. То есть провести через нее вот такую вот стропу небольшую, которая привязывается по бокам с левого и с правого борта. Таким образом нагрузка постепенно распределяется на весь нос. Сейчас, в принципе, мы будем спускать лодку, поэтому можно уже так прицепить.
чтобы пока держала. И снять стропу. Тут у нас небольшой форс-мажор произошел. Во время транспортировки лодки у нас в месте, где шла стропа, видимо, не знаю почему, либо у нас стропа была грязная, либо какой-то кусочек стекла, может быть. В общем, там появилась дырка. Такая вот неприятная дырка. Хорошо, что небольшая. Обезжириваем место от стона. Хорошо, лодка пиксельная. Можно даже не стараться особо в вырезании заплатки. Так, будет она вот такой и закроет полностью дырку с запасом. Сейчас наносим клей как на лодку, так и на саму заплатку. Кстати, неплохой клей, Клейберг. Вот даже тюбик, это, по-моему, прошлый год. Так, надо спустить еще где-то. Спусти лодку. Сильно спустил. Ничего, главное, чтобы не выходил воздух, чтобы не было внутреннего давления. Также наносим клей на нашу заплатку. Стараемся не трогать руками. Слушай, они вообще жесткие. Смотри, сколько их. Угу. Не работает пока термосел. Просто тут куча мушек. Фена у нас нет, к сожалению, но есть обычная паяльная лампа. Поставим ее на минимум. Главное не перегреть. Ай. Лучше, наверное, вот так же. Прижимаем и прикатываем валиком. По воде нам предстояло пройти 160 километров. Первый лагерь разбили уже через пару часов, когда стемнело, и двигаться далее не представлялось возможным. С собой я взял одну палатку Lotus 5U и в очередной раз оценил ее быструю установку. После тяжелого дня через 30 секунд в палатке уже можно было спать. Но эта ночь была теплая, я не стал ложиться четвертым, а переночевал на улице в теплом спальнике. Утро выдалось туманным, и мы, позавтракав, собрав лагерь, снова выдвинулись в путь. От графика мы отставали прилично, поэтому нам как можно раньше нужно было дойти до пункта нашего назначения. Красавица Амга дарила нам незабываемые виды. Утром это был загадочный туман, легкая прохлада, а днем великолепные скалистые берега, чистый бездымный воздух, легкие перекаты, кристально чистая вода и жаркое солнце.
Друзья, мы прошли от моста от Верхней Амги около 170 километров, и на берегу увидели знак точных координат самолета. Места падения самолета нет, но в принципе здесь уже все обозначено, и обычно сплавщики, туристы посещают это место, и оно достаточно хорошо отмечено. Неизвестно сколько метров, около, от 150 до 300 от берега. Вот я сейчас поднимаюсь по тропинке. Уже время собирать бруснику. В лесу растет брусника. Вчера видели голубику. Тут не отогнул, просто там надо провернуть, чтобы поршень там поменял положение. И клапан, видишь, толкатель клапанов, он выдергивается и не работает, как мотор. А были случаи, что летчики, которые там какое-то задание не хотел выполнить, где-нибудь сядет на вынужденную по своей вине, то что-то не так сделает, выбил этот толкатель, выкинул его, а вот в полете вылетело. Двигатель не работает. Да. Значит, надо искать вот крест. О, тут что-то вкопано еще. Крест, как бы это, крыло, фюзеляж там. Володя что-то нашел. Володя, ты как первооткрыватель, давай доставай его. Какая-то педаль. Или подножка. Саморезы тех годов. Это знаете, что у С-2 было нижнее крыло, сверху были узлы. Крылышко маленькое, на нем были поплавки, амфибия. И получается, это нижнее крыло здесь. Да, нашли. А это подкос. Получается, идет. Что значит подкос? Что это значит? Крыло держит. Такие эти. Крыло, там просто он. Как приняли? Само крыло, как бы летающая лодка. Такие стойки и крыло сверху. И чтобы оно не падало, под углом стояли трубы. Саша, тоже закопано. Смотри, он зеленого цвета. Это военный, видать, какой-то самолет-то, да? Получается. К военному ведомству относится. Витя. Погляди-ка сюда. Краска осталась, да? Тут, может, где-то мы найдем какой-нибудь, может, опознавательный знак, если он не выгорел. В хорошем состоянии, да? Не в хорошем, просто эти металлические части остались. Потому что туда идет у нас крыло, там большие части, то есть тут, получается, он лежит. Вот он. Вот номер. Это неизвестно, что за номер. Просто, может, клеймо там на цилиндре конкретно. Мне кажется, его можно вот так приподнять чуть-чуть, вот так, попробовать. Раз, два, три. Раз, два, три, давай. И раз, два, три. То есть он двухместный или четырехместный был? Два впереди, два сзади. Вот на бензобаке у нас есть табличка. Это другая. Авиаремонтная база 403, это в Иркутске была такая. В каком году упал? На баке 48-й год, значит, позже упал. После 48-го года упал, да? То есть это не наш самолет? Морская волна. Как Нет, там ремонтировали. а вот это? Сейчас, то есть, понять, кому принадлежал, невозможно. Нашли зеленая перкаль, покрашенная зеленой краской, скорее всего, военной. Более управления, это качалка называется. Это Сначала, часть... как тяга, вот как на моторе-то на лодочном. То есть тяги идут, вот потом там распределяется налево-направо. Часть рулевого управления. И здесь, обратите внимание, вот здесь еще масло. До сих пор сохранилось. Советское. Масло Советского Союза. Качественное. Этот двигатель называется М11Д. Это одна из средних модификаций. Ставился на самолеты ПО-2, ША-2. Грубо говоря, первый советский доработанный этот поршневой двигатель авиационного воздушного охлаждения. Применялся вплоть до 60-х годов, наверное. Это модификация уже была. Да, он и на аэросане ставился, и на чем только не стоял. Короче, самый, грубо говоря, популярный двигатель наш. Вот. Ну, судя по этому клееному винту, это послевоенный. Когда он упал, неизвестно. Только известно, что если винт клееный, то же послевоенный винт. Наверное, года 47-й, 49-й, 51-й, может так. Сейчас сколько по республике у нас вот подобного рода упавших самолетов? Точно не знаю, но от 8 до 13-15 штук. Судьба вроде всех как бы более-менее известна, так что может быть это какой-то залетный, прикомандированный там, может какому-то ведомству принадлежал. Вот, типа там
управления лагерей НКВД. Архивы до сих пор закрыты, так что там практически, ну, если так вот где-то найдешь, увидишь дело. А может быть какой-то, может, глав рыба какая-нибудь, я не знаю, там, сельхоз или там аэрофотосъемка, ну, что угодно могло быть. Там одна же На часть. карте табличка. Вот здесь Здесь, выломано. вот часть. Что-то есть там, Один слышь? кусок есть, второй кусок надо Да, может найти. там где-то, сейчас как раз поищем, металлоискателем. Вроде как что-то есть, надо крутануть его. Она отломалась. Где кусок этот, а? Где второй кусок? Кусок там сейчас в сумке. Но там не было никакой таблички. Раскололи, и кажется, все раскололи. Нет, вот это расколото было, это я видел. Не, я говорю, раскололи в смысле, когда там... А где кусочек? Кусочек Сейчас, в сумке. да, он здесь. Этот кусочек тут под землей был, значит, есть. 203-67 номер. Есть, да? Таблички никакой. Вот он. Вот здесь вот, вот на 203-67. этом месте там может. Вот он, смотри. 237. Вот он, видишь, 67. Где он там стоял? Это вот отсюда, правее, правее. Вот так был. Значит, еще кусок должен быть. Ну, может, где-нибудь здесь лежит. Да Ну, это ладно. Нет, Но это тот уже номер, известен. который нужен, да? Это все равно менять надо. Это тот номер, тот номер, который искали, да? Ну да, в принципе. Это уже... По двигателю теоретически нужно. Номер двигателя мы можем хотя бы узнать, были у нас такие или нет номера. Где-нибудь, может быть, проскакивали, работали. Вот. Что ждет именно вот этот двигатель? Ну, мы придадим ему как бы музейный вид, чтобы можно было выставить в музее. Ну, тут или у нас, или 30-я школа у нас организовывает там авиационная академия, или вот еще есть в клубе Гагарина в музее. Болгарочку дайте, пожалуйста, мне. То есть какой-то из этих, ну, там, в каком-то из этих мест. На первый вид, то есть для рабочего состояния, конечно, не удастся восстановить так, потому что и коррозия очень сильная, и вот крышка картера разбита. Ну, пока просто музейный вид сделаем. Почистим, подкрасим, чтобы можно было любоваться. Итак, место крушения самолета было найдено. Теперь предстояло выкопать двигатель, собрать металлические части и, самое сложное, перенести 5-цилиндровый 10-литровый чугунный двигатель до берега. Началась работа. Мелкие детали выносили из леса, а двигатель готовили к транспортировке. С помощью 2 жердин его предстояло переместить на 400 метров к лодкам, к месту погрузки. Была информация, что вес авиационного двигателя М11Д составлял что-то около 160 килограмм. Но к нему добавлялись останки винта и магнета с противоположной стороны. В итоге 8 человек его с трудом могли пронести на 15-20 метров за раз. Все это еще осложнялось проходом между деревьями и неровной поверхностью почвы. После того, как мы вытащили двигатель, нам предстояла следующая задача. Из экструдированного пенополистирола нужно было вырезать куски по форме двигателя, чтобы при транспортировке в ПВХ лодки двигатель не повредил ее. Так, нет. Вот так, вот так. Вова, выходи оттуда. Так, подожди. Баллонами не сбивает? Нет. Здесь нет. Там у вас? Нет. Слушай, неужели реально мы увезем его двигатель? Ты наконец-то пригрузишь нос. А давайте сюда, если сейчас еще по одной подложим. То есть вот так приподнимем его, и чтобы он прям лег здесь. Одна такая есть, да? Ну вот еще одна. Вот она, да? Все. Так, у тебя есть, да? Сейчас Сашину, потом эту. Подушки двигателя. Да, подушки двигателя. Подушки установлены. Это ручка управления, да? Ну, остатки, то, что не осталось. А тут вторая должна быть, да?
А как управляли? Ну, это вот вправо-влево вот это ходит, а вот это крутишь на себя, от себя. А, ничего себе. Вправо-влево. Тут тросики просто. А тут тросики вот идут, да. Просто там две палки, да? к рулям. Да, две палки без всяких. Он трассовой, что ли, был? Ну, это тросики, да. Бесстрашные летчики были, да? Ну, Такой вот он. если порвется, и что? Все? До свидули? Там идет снизу и сверху, он как бы дублируется. Ну, а потом это все шло сверху. И перед каждым вылетом обходишь и смотришь. Если где-то начинает перетираться, меняем. Погрузив все найденные части самолета в лодки, мы выдвинулись в обратный путь. Снова был поставлен лагерь, ну а следующий день нас также побаловал отличной погодой, и мы благополучно добрались до поселка Верхняя Амга, где нас ждали наши автомобили. Друзья, ну что, мы прибыли в Верхнюю Амгу. Здесь уже дальше наш путь домой будет на автомобилях. Ну а двигатель останется здесь, в Верхней Амге. Ну и потом будет найден более подходящий транспорт, с помощью которого он будет доставлен в город Якутск. И после реставрации украсит, займет свое почетное место в музее. Да, ситуация постоянно у нас меняется. Только что было принято решение, что нашу лодку, так как у нее нет консоли, соберем, разложим по машинам, мотор поедет вот таким способом. Новая информация, да? Да, новая информация. Новая оперативная информация. Вот таким способом на телеге. Дорога домой всегда кажется короче, несмотря на то, что в этот раз задержка на паромной переправе была вызвана сильным туманом после дождя. Но учитывая то, что мы приехали на переправу ранним утром, нам удалось загрузиться через 6 часов на первую партию паромов. Хотелось бы поблагодарить всех участников экспедиции, представителей аэропортов Севера, Управления образования города Якутска, РГО и Федерации альпинизма и скалолазания республики. После реставрации этот поистине исторический двигатель первого отечественного самолета-амфибии Ша-2 займет почетное место в Музее авиации Якутии и будет радовать посетителей и подрастающее поколение будущих авиаторов.